Доброе утро! Третий день нашей рыбалки. Рыбачим в избе, так как на улице зима. Мы просто праздник закрытия сезона. Хотя его уже по новой пора открывать, на улице по новой зима. Выпало очень много снега. И сегодня у нас праздничный завтрак. На праздничный завтрак. У нас вот такая вот, друзья, вкусняшка. Так, видно? Не видно. Не видно. Короче, объясни. Это жареная картошка с курицей тушеной. Сейчас вот сделаем вот так. Вот сейчас будет точно видно. Вот она. Вот она, вот такая вот вкусняфочка. Что, чай там это? Горячий, да? Запеченная курица в духовке, картошка жареная. Ну, это блюдо домашнее, сразу скажу честно. Привезли готовые, просто подогрели сейчас на печке. И все шикарно, все просто обалденно. Присаживайтесь ближе к столу. Да. Кирилл, иди садись кушать. Идем ближе к столу. Хлебушка. Хлебушек что, где у нас? На улице? Везде? А здесь нет, да? Нет, на улице, да, хлеб? Рыбацкие напитки сегодня не употребляем, потому что сегодня выезжаем домой уже. Сейчас пойдем. Ну пойдем глянем, что там, как там. За ночь выпало еще около 10 сантиметров. Я вот сейчас смотрю, наблюдаю на улицу и просто офигеваю. Вот такая вот картина. Все замело снегом, просто сугробы, просто сухой снег. Просто мороз. На улице ведро с водой замерзло где-то около сантиметра льда, наверное, лед со снегом. Идет уже не сырой, а сухой снег. Продолжает все падать. Короче, полный звездец получается. С погодой не повезло. Ну и ладно. Зато мы неплохо посидели в избушке. Поиграли вчера в картишки, поболтали. Тудым-сюдым, наверное, час ночи только, наверное, спать легли, да? Вот сюда мне тоже. Сколько тебе сюда? Ну, лей полную. Что, краев не видишь. И 8 кипел заварки ему туда. А кипела сейчас, да? Этот нет. Нет? Кипяченый. А, ну. Сейчас перекусим, позавтракаем, попьем Чайковского. И на лед. Посмотрим, что нам скажет зимний окунь на зимнем озере. На весеннем не хотел клевать. На зимнем посмотрим, будет, нет. Бедная. Рыба, наверное, там с голоду пухнет, блин, уже. Столько не жрать. Они все равно же должны когда-то, да? Кушать-то. Сегодня. Сегодня, да. Как мы видим, действительно примета работает, что перед плохой погодой, даже в хорошую погоду, рыба не ловится. Это мы знали, это мы знаем, и это лишний раз доказало нам вот это озеро, которое совсем не хотело делиться с нами рыбой на этот раз. Ну и ладно. Все, что он делает, все к лучшему. Так. Заварился, пойдет. Приятного всем аппетита. Чуть твоя ложка. Ой, какая она вкусняшечка. Не солил? Фруктовочи. 8. Раз, два. Раз, два, 8. Сейчас как выйдем на лед, откопаем с лопатой жерлицы. Там по-любому, наверное, если не сработали, под сугробом они полностью будут. Надеюсь, что-нибудь да найдем.
они могут вообще сначала их закидало снегом, а потом они, клюнул и флажок не поднялся. Поднимется. Снег пушистый, и он все равно сработает. Ешь, давай. Там наша щука с плотвой, наверное, лед вмерзли. Вот этот. В общем, завтракаем, кушаем, набираем силы, чтобы хач. Домой ехать. Хач. Через сколько, Кирилл, домой поедем? Как клевать перестанет? Плевать не будет, может, в 3 поедем. А не будет 4. Посмотрим, там будет видно. Встречаемся на льду. Ну вот и все собрано. Стол убрали. Чистота и порядок везде. Матрасы не сворачиваю, потому что знаю, что сегодня приедет народ. Здесь будет жить. Рюкзаки все приготовили, положили. После рыбалки, как поедем домой, останется их только взять, положить в корыто и ехать домой. Маленькие корыто пока оставляю. Хотя нет, оно не тяжелое, возьму, пожалуй. Сейчас покажу вам, друзья, сколько выпало снега за сутки вчерашнего утра. Это вот крыша была сухая. Вот крыша. Сейчас покажу вам. Вот здесь 20 сантиметров. 22-23 сантиметра выпало за сутки снега. Вышло солнышко, вроде снег прекратился. Но вот как преобразился лес. Он просто одел белые шубы. И не скажешь, что это сейчас конец апреля. Натуральная зима. Зима наступила. Хотя температура около 0. Сейчас посмотрим, что нам скажет наш ураганчик. Так, бензина хватит на сегодня покататься. Надеюсь, да. Потом перед отъездом заправлю. Все в снегу. Все в снегу. Вот такая вот картина Репина. Просто посреди дружной весны, теплой весны ударили. Не то чтобы морозы, а пришел какой-то циклон и все просто завалил снегом. Вот что значит ранняя весна, будь она неладна. Если бы все шло как надо, лед бы стоял на реке, лед бы стоял на маленьких речках, и пусть бы потеплело, скажем, вот именно сейчас вот начало бы теплеть. Мы бы еще конец апреля все бы были на льду. А то все растаяло, все ушло. Потом наступили морозы, завалили все снегом. Короче, все через заднее место. Ну ладно, все, что не делается, все к лучшему. Поехали. Поехали посмотрим, что нам сегодня скажет озеро. Вчера, позавчера оно просто ни в какую не хотело делиться с рыбой. Посмотрим, что нам скажет день сегодняшний. Белым снегом. Белым снегом. Ну, с Богом. Даже дороги не видать. Опа! Даже заблудился. Чуть было не проехал. Не видно даже буранки. Поехали. Ребята
Ребята уже проехали пораньше, пока я собирался. Сейчас посмотрим, будет ловиться, не будет. Вон там уже речка. Обалдеть. Вот это снега навалило. Так, а это что? А вон упала на дорогу от снега верхушка дерева. Кстати, может сейчас это ветки ломаться, деревья ломаться от такой тяжести. Вон дерево упало. Здесь ветер мало чувствуется, но на озере, наверное, будет ветрено по-любому. Ну как делишки, снежные мишки? Незаменимый, неизменимый ёрш? Домик оставил? А? Я повесил, подсохнут. Что, деда нет, да? Он выходил, видимо, тут половил и... Ни лунок, ничего, жерлицы хоть видать? Нет. Ой, а так вот, От удочек только верхушки торчат. Я надеюсь, их так не положил нигде. Вон они, мои удочки. Ха-ха-ха. Вот такая вот картина. Так, где-то здесь был мой кан. Ага, вот он кан. Ужас. Надеюсь, я не потеряю удочки. Раз, два, три, четыре. Где-то еще здесь пятая была. И жерлицы, жерлицы, жерлицы. А жерлиц просто не видать. А жерлиц просто не видать. Как их сейчас искать, прикажете? А не видать так. Пойду прокачусь, если не провалюсь. А вон одна. Вон одна жерлица. Одну нашли. Одну нашли. Здесь, наверное, вторая, да, где-то? Нет. Здесь нет. Весело. Чего боялся, то и случилось. Жерлицы все под снегом. О, вторая. Вторую нашли. О, снега. 30 сантиметров снега выпало на озере. Местами больше замело даже.
их у нас вроде было 12 штук. 10 моих и две жерлицы. Вон еще одна. Третья немножко торчит. Вон еще одна. Четвертая немножко торчит. Короче, будем искать. Пятая. Вон шестая. Остальные не видать. А вон седьмая. Опа. Дед с бабкой, видать, выходили. Ой, бля. Ни хрена не клюет. И пошли обратно в избу. Не видать милого друга. Так, штук 5 еще надо найти. Будем искать. Будем искать, будем искать. Мало того, что снегопад, на озере еще и замело все. И продолжает мести, так как клёва нет. Так, это что у нас? Ничего. Ну, штук 7 я нашел. Вот еще одна. Вот. И вон там еще. 8, 9, еще 3 надо нас будет знать. Там, а ты там нашел? И там стояли. Не. Вот тут, и тут, там еще 2. Во, Кирилл, давай. О, и снова сопливый. Ничто не изменилось за 3 дня. Снегу очень больше стало. И опять пошел. И опять идет, продолжает идти. Все лунки спрятались. Что, ты вчера лунки чистил, да? Да, я искал лунки, чистил вчера. И где их сейчас найти? Просто Сейчас уже не найдешь. играет в подлянку.
Проще, наверное, быстрее пробурить новую. Ну. И погода с нами в подлянку играет. М? Пенсионеры сидят в этом. В избушке. Да. Дедушка рядышком с бабушкой. Значит, не клюет. С утра попробовали. 4 лунки, ну. Даже не пытается, смотри, ничего не меняется за 3 дня. Офигеть. Ладно. Опять откопаю утренний коп. Опять повалил. Снег продолжает. Валит и валит. Мне кажется... Ладно, сначала удочки откопаю, потом пойду собирать жерлицы. Все пытаются поймать рыбу. Бабушка рядышком с дедушкой. Санек, Кирилл. Все. А Ваня, вот и он говорит, что он сейчас поймает щуку. С помощью лыж каких-то, все. Новый метод ловли рыб. И так уверенно говорит, что он 100% поймает. Ну посмотрим, ну лови что ты. Вот, надо достать одну лыжу. Упала. Надо достать вторую лыжу. Положить рядом. Обязательно условие. Поковыряться в снегу. Убрать снег. О, точно клюнула. Точно клюнула, блин, смотри. Тащит, тащит за хвост. О, вот она, блин. Поймал. Еще и плотву в придачу. Тоже подохла. Да. Вот как надо рыбу-то ловить, оказывается. Шутки шутками, а я еле нахожу удочки. Вон, оказывается, возле своей удочки я чуть не задавил ее, проехал, в снегу было. Кирилл нашел, откопал. 6-7 удочек. Даже это не клюет. Клюнула? Да. В общем, нечего, я так думаю, уже пробовать. Мы упрямые, а рыбный бог еще упрямее. Мы стойкие, а он все нас испытывает непогодой, снегопадом, бесклевьем. Наступила зима, наступил глухой сезон, глухозимье, бесклевье. В общем, народу чай попивает, хамлюки, блин, в одну харю. Завтракать не завтракает, потом чаем давится, блин. Зато изжоги нет, блин. Надо, наверное, пора уже потихоньку жерлицы искать, собирать. Клевать они точно не будут, потому что вот Кирилл снял 2 жерлицы уже, живцы живые, 1 окушок, 1 ёрш. Не хотят? Не хочет. Упрямо не хотят. Упрямее нас они еще. Не суй туда, не сдувай палец. Так хочется взять и еще приехать, да? Да. На такое прекрасное озеро. Да. Погода шепчет. Да. Ладно, все. Будем собирать жерлицы. Чуть-чуть чай, главное, глотнул, и пойдем. Дай нам-то. Ну как, Кирилл, доволен? Так себе. Ну блин, Я сегодня утром спрашивал, говорит, доволен. рыбный бог хоть бы ребенка пожалел, дал бы ему там хотя бы десяток окуней, да? Те хоть ёршики клюют, нами того не дают. Ищем жерлицы. Вот, смотрите. Вот ее нашел, буквально торчала полмиллиметра. Не знаю, соберем ли мы все жерлицы. Иван с Кириллом свои 2 жерлицы нашли, у меня их 10. Пока нашли еще не все. Вот Саня 2 нашел. Ищем. 1, 2, 3, 4, 5. Ну штук 7, наверное, 8 точно нашли. Пару штук пока еще ищем. Че, поклевывает? Хоть нет что-нибудь? А ерши мы их нахрен, там были здоровые тут. Одна мелочевка ершовая, да? Да. Где-то это было, я тут... Может это волосня была просто? А может, да. Вот ну-то там я... Че, ни одного окуня, ни одной плотвички? Нет, окушок вчера был.
вчера? Вот там, где вы всю зиму кормили сорожек, и ни хера не пьют. Наелись, наверное. Наверное, блядь. Ёшкин кот, ёшкин кот. Вот это замело. Оно где-то у вас должно быть вот здесь, наверное. Здесь выставили, я не знаю, так что. Здесь, вот там дальнюю он забрал, Саня, да? А? Дальнюю там забрал? Да. По-моему, где-то вот здесь еще было. Да, палочки тут поставить. Да кто же знал, что так будет? Блядь, на снег, сука, как назло. Кто же знал? Кто же знал? И все-таки я счастливый. Я нашел этот капкан. Только что вот левая нога провалилась у меня по колено. Вот сюда вот. Куда-то она просто сюда ушла. Здоровенная промытая лунка. И у меня просто она ушла сюда. Просто провалился куда-то. Куда-то туда-то. Хочу пройтись балансиром по тем лункам, которые мы освободили от жерлиц. Жерлицы, слава богу, нашли все. Все 10. Ёж поклевывает. Кирилл успевает только таскать одну за одной, да, Кирилл? Сколько штук десяток поймал уже? Кирилл? 9? Ну, около 8. Так, я уже немного мокрый. Блин, штаны сухие, а что-то внутрь вроде попало. Ладно. Постараемся больше не попадать в капканы. Пройдемся балансиром по луночкам. Ну и что? Ну обошел я все лунки балансиром. И что? Все как вчера, все как позавчера. Пришел, они тут зевают, чуть ли не спят. Вон, посмотрите на эту спящую харю, блин. Ветер хаю, я сплю. Я за 3 дня поймал 5 ершей. Мужик. Ни одного, ни окушка, ничего. 5 ершей за 3 дня. Так вон, дед с бабкой говорят, сколько мы рыбачили, такого, говорит, еще не было. Чтобы 2 дня подряд не клевало. Я говорю, 3. 3 3 дня. Я говорю, день был хороший, солнечный, но тоже не клевало. Говорю, можно 100% уверенность сказать, что 3 дня уже не клевало. Так что нечего смешить ее, она и так смешная, да? Да. Куда, Кирилл, поедем? Домой. Все, Кирилл сказал домой, значит едем домой. Спасибо тебе, озеро, от души, за рыбу царскую. Мы сварим уху с ершей. С одного ерша, говорят, 40 ведер ухи можно сварить. Так что спасибо за улов. Огромное, большое тем. Сколько мы ершей поймали. В общем, все. Кирилл сказал домой, сматываем удочки и выдвигаемся. Хватит. Сезон закрыли, хотя пора открывать. Началась зима, значит, что у нас? Глухозимье, правильно? Зиме, да. Глухозимье. Не последний лед, а глухозимье наступило, все, началась зима. Мы немножко подождем, к весне поближе, начнем рыбачить. Да, Кирилл? Скажи пару слов для канала Коми Рыбак. Что главное в рыбалке? Сидеть? Даже Кирилл устал. Ну что ж говорить про нас. Кирилл, который таскал одну рыбу за другой, одного ерша за другим. Даже он сказал, лучше домой. Так что не будем тянуть ерша за хвост. Поехали. Спасибо, озеро, и до свидания. Скажи до свидания, озеро, Кирилл. Пока. Даже говорить с ним не хочет. Ну ничего. Нельзя, Кирилл, на озеро набежаться. Оно хорошее, оно только иногда вредничает. Гудбай. Поехали. Поехали и мы. И мы поехали.
Прощальный круг. До скорых встреч, озеро. До скорых, до следующего сезона. Встретимся на первый лед, может быть. А летом навряд ли уже. Хватит. Так, вот наша переправа. Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода. Рябчик. Рябчик пролетел. Ну вот и все. Конец весенней сказки, да, Кирилл? Отлично провели время, хорошо порыбачили, верно? Все собрались, все упаковали. Занимаем места согласно купленным билетам. О, один уже устроился. Скажем спасибо этой избушечке. Согрела, приютила нас. Поехали. Сейчас, наверное, придется еще пилу не раз доставать. Уже рядом здесь уже дерево лежит 100%. Ну все. До новых встреч. По целяку. Вон второе дерево лежит. Так, ладно, попробуем его так проехать. Проехали. Снегу, конечно, пипец сколько выпало. Как тебе, нормально едется? Да вот пару раз выкинуло. Скидывает? А у меня как целяк пробивает, получается. Бу-бу. Ну, сантиметров 30, считай, пухлого, блин. Пару раз. Вот сейчас вот выкинул, а что и отстали. Вон, первое препятствие, водное препятствие. Ой, мама. Ручей залило снегом. Сейчас будем пробовать его штурмовать. Так, чехол закину сюда, чтобы его не намочить. Или потом возьмем? Ну, вдруг утону. Не утонешь, он здесь хорошо положил. Ну, смотри, если я намочу его. Если что, так и скажу, Сашка сказал, не утонешь. Смотри, тут я провалился, вода уже. Так.
Пробуем дальше. Так. А вы как проедете? Так, я прошел. Как будет там делать, я не знаю. Ну, проезжай, давай посмотрим. А вы как проедете? Пробуем. Давай, пробуй. Сам-то пройдете? Не знаем, посмотрим сейчас. Ну, я вроде проваливаюсь. Пройдешь, Кириллки? Пускай в корыто садится. В корыто пускай садится. Не знаю. Ходи сюда, наверное, нет? Кирилл, аккуратно. Давай. Ну вот и второе опасное препятствие. Правда, здесь парни поехали на рыбалочку на двух снегоходах. Проложили березу, сделали типа мостика. Так что я так думаю, должны проехать. В прошлый раз, где мы проехали, вот этот перешеек уже промыло. Сейчас попробуем переехать здесь. Готовы? Готовы. Так. Ну что, с Богом. Крепко держись, балансируй, чтобы не упасть. Куда будет заваливаться, в обратную сторону, если что. Так, мы проехали. Мы проехали. Так, парни тоже проехали. Ну вот и все. Снег выпал, с другой стороны он идет на пользу. Основные опасные участки проехали. Балдеет, блин. Я ему говорю, выходи, не. Не хочет? Даже не выгонит сейчас. А ему понравилось, он водоплавающий. Закрылся, блин. Что оператор не снимал? Ну все, теперь осталось совсем немножко до машины. Полпути проехали, грубо говоря, да? Около половины проехали, да? Так что к вечеру, надеюсь, если все нормально будет, доедем до машины.
Да, Кирилл? Короче, такая картина, решил остановиться, заснять, показать вам. Походу здесь были гонки по вертикали. Вот это зайчий след, вот там идет, ближе к нам зайчий, потому что он. А прыжки, смотри, какие длинные, да? По 3 метра прыгал заяц, несся просто с реактивной скоростью. Вот. А ему на перерезу догоняло. Я не пойму, вот, то ли волк, то ли рысь, но мне кажется, это волк. Рысь, мне кажется, прыгает дальше. Вон, это... И у рыси, кажется, мне лапы больше. Ну, короче, рысь, вон, или волк. А может и рысь. Но это зайчий, точно. И видишь, он на перерез вот резал его. Заяц сюда, а он старается, видишь, он шел сюда, он все по краю бежал. Не давал ему, получается, зайти в лес, зайцу. Потому что в лесу ему тяжелее будет догнать. По прямой-то он быстрее разовьется, видишь? И он все давал, не давал. А заяц, видишь, раз обманул его. И вот здесь он нырнул, получается, в лес. Рысь за ним. Вот сейчас бы лыжи одеть, да посмотреть, догнал он его, нет, да? Интересно, конечно, было бы. Ага, еще давай, 2 часа будем за ним ходить, искать. Вон, туда поскакали, вон. Но прыжки реальные. Хотел бы, конечно, посмотреть эту картину, но... Я вот вдоль Буранки, они течение, наверное, метров 150 уже бежали. Выбежали с лесу, и вон такая гонка по вертикали была. Рысь или волк, я не пойму. Может рысь. Следак не силен. Вот такая вот гонка. А там чуть раньше видели, короче, друзья, лосиные следы. Перешел лось. И медвежьи за ним тоже. Ну, там я проехал, не стал уже разворачиваться. Но эту картину решил вам, друзья, вот показать. Смотрите, какой длины прыжки. У зайца прыжок даже длиннее. Видишь, он скачет вон, насколько длиннее получается. А у того или там снег глубже, чуть-чуть короче. Но у того, скажем, 2,5, тут метра 3, наверное, скачет точно косой. Вот он бежал по бровке, не давал ему заскочить в лес. И вон, откуда они там прискакали. Ну а нам до машины осталось буквально километров 10, наверное. 40 километров, короче, до озера. На буксировщике. Около 40 или 46, я не помню уже. Вот. Вот такие пироги. Встречаемся возле машины. Ну вот, с Божьей помощью мы наконец-то добрались до своих автомобилей. Приезжали, была солнечная, морозная погода. Машины были сухие. И вот что. Вот они как нас встречают. Просто сугробы на машинах. В прицепе тоже сугроб. Потихоньку сейчас заведем, оставят. Будем грузиться, цепляться потихонечку. Ну и выдвигаться к дому. Осталось немножко. Еще километров 30 и все. Я думаю, все нормально будет и будем дома скоро. Ну-ка. Посмотрим, сколько время. Минус 4 градуса. Так что вот такая вот у нас весна. Жаркая. Конец апреля. Навалило больше 30 сантиметров снега. И минус 4 градуса. И еще холодает. До минус 7 обещали. Так что у нас еще озера постоят. Закрытие мы официально как бы закрыли, отметили за закрытие. Но я так думаю, мы еще с вами встретимся. Еще будет рыбалка на озерах. И скорее всего, как и думали сейчас с сынком, закроем там, где
и открывали наш зимний сезон. Это на наших озерах возле родного села, недалеко. Посмотрим. Дома сейчас отдохнем 2-3 денька и рванем. Если речка не пойдет, если луга не затопит, то увидимся. Мы еще увидимся. Всем пока. До встречи на канале Конный Рыбак. До свидания. Попрощайтесь. Всем пока. Кирилл, попрощайся с зрителями. Все, всем пока.